Константин, мы находимся в эстонском городе Палдиски у монумента, у памятника башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву, который где-то здесь похоронен, но, насколько я успел выяснить у тебя, пока мы сюда добирались, похоронен он не конкретно в этом месте. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что ты об этом знаешь. Дело в том, что действительно Салават Юлаев похоронен не конкретно здесь, где находится памятник, но он похоронен на территории города Палдиски, так как в то время для ссыльных не существовало здесь отдельного кладбища, было что-то вроде общей территории, больше, наверное, можно сказать, что это что-то типа братской могилы, и ссыльных особо, так не сказать, что там особо хоронили, но умер человек и закопали, и все, ни табличек, ничего не ставили. Но о Салавате Юлаеве отдельно здесь и помнят, и почитают. Во-первых, он не как простой ссыльный прожил не 1,5-2-3 года, потому что ссыльные здесь жили в ужасных условиях, в каменных бараках, заболевали разными заболеваниями, естественно, из-за недостатка витаминов, питания и из-за суровых погодных условий, потому что это побережье, все время дует ветер. Но Салават Юлаев прожил 25 лет в ссылке из-за того, что он был грамотным, умел читать и писать, работал писарем, и, возможно, его похоронили здесь, на территории, где сейчас здесь находится церковь. Ну, учитывая, что мы находимся у памятника Салавату Юлаеву, хотелось бы, конечно, затронуть темы современности. Мы, скорее всего, именно об этом будем большей частью говорить в сегодняшней нашей встрече. Часть башкортостанской общественности, в частности, национальные активисты, беспокоятся о судьбе памятника Салавату Юлаеву в Уфе, который находится в сложном состоянии, и власти анонсируют его реставрацию, и обещают его вернуть на место после того, как отреставрируют, забрав куда-то в другое место. И вот люди переживают, что его не вернут. На твой взгляд, насколько эти опасения являются оправданными? Ну, я вообще не являюсь сторонником борьбы с памятниками, с любыми. Естественно, если памятников каких-то персонажей исторических буквально насаждают везде, здесь только можно на каждой площади, то это перебор. И, возможно, такие памятники надо прорежать. Но памятник Салавата Юлаева в Уфе – это, в принципе, одна из визитных карточек города. И избавиться от такого памятника, задвинуть его куда-то на задворки истории – это было бы ужасной и огромной ошибкой, потому что это удар и по имиджу города, и по имиджу действующей власти. Скажем так, наверное, тот срез людей, который поддерживает власть, из них очень много проредеет после того, как, если вдруг избавиться от памятника. Хотелось бы верить, что это сделано ради реконструкции, но нельзя не отметить, что страх перед памятниками, он имеется и в российском обществе, и в Башкортостане. Потому что, к примеру, когда сносили памятник Закива Лиди в Петербурге, В университете. На тот момент я сам писал обращение в этот университет и властям Петербурга с предложением оплатить доставку этого памятника в Эстонию. И я бы нашел, куда здесь поставить этот памятник, чтобы он был на обозрении у людей. Но меня проигнорировали, никак не ответили. Но в целом я могу сказать, что не очень хороший тренд воевать с памятниками. И надеюсь, памятник Салавата Юлаева в Уфе будет на своем законном месте встречать гостей столицы Башкортостана, Уфы, и все с ним будет хорошо. Здесь никаких сомнений нет, что памятник действительно должен оставаться, но вот насколько все-таки реалистичными являются эти опасения? Вот здесь, потому что как бы палка о двух концах. С одной стороны, все, что ты говоришь, оно действительно существует. Страх перед памятниками у нынешней российской власти, он налицо. Но такого масштабного памятника, чтобы где-то его демонтировали и ликвидировали, вроде как прецедентов пока нет. Действительно, памятник Салавату Юлаеву в Уфе – это больше, чем просто памятник Салавату Юлаеву. Это эмблема, в конце концов, республики. На гербе он присутствует. Это, я не знаю, хоккейный клуб. Это просто-напросто реально визитная карточка Уфы. Так вот, неужели могут, на твой взгляд, нынешние какие-то люди, принимающие решения в российской власти, предположим, это будут силовики, как вариант, да, могут на это пойти? То есть мы дошли уже до такой стадии? Ну, честно скажу, учитывая последние события, например, пранк с шапочками из фольги, которые назвали «Шлем Отечества», когда учителей в школе
обязали поддельным письмом от «Единой России» слепить себе из фольги шапочки и записать видеообращение. Это сделал не один человек, а несколько коллективов. Это говорит о том, что люди, которые находятся во власти, либо которые прислуживают власти, они готовы на самые крайние безумства ради того, чтобы выслушаться и показать свою лояльность. И, конечно, хотелось бы верить, что сохранится что-то разумное, и такие меры не будут предпринимать. Но я считаю, что реальная опасность есть, что кто-то из чиновников, желание выслужиться, заработать лишний себе плюсик в карму перед российской властью федеральной, пойдет на такие шаги. Поэтому об этом надо говорить, и надо говорить о последствиях, чтобы люди во власти понимали, что этого делать не стоит, и чтобы это было профилактикой таких мер. А что за последствия могут быть реально? Вот опять же, учитывая события последних лет, мы наблюдаем то, как россияне, скажем так, в широком смысле, так или иначе терпят такие вещи, которые, казалось бы, терпеть были не должны. Помню, 2018 год, повышение пенсионного возраста. Многие говорили, ну нет, это не проглотят. На сегодняшний день кажется, что это вообще какая-то полная фигня, что, ну, как бы, это уж точно могли проглотить, что они и сделали. Дальше война, в конце концов, да, ущемление и ограничение прав и свобод. И, в общем, раз за разом мы наблюдаем то, что в массе своей россияне все это дело принимают. Может быть, тихонечко ропщут на кухнях, но в принципе не готовы против этого как-то протестовать. Соответственно, а что случится, если вдруг заберут из Уфы памятник? Предположим, да, то есть какое-то время какая-то часть общественности будет жаловаться, может быть, даже устроит какой-то несанкционированный митинг небольшой, но его разгонят, кого-то накажут, и в конце концов ситуация уляжется. А зато власть получит тот результат, к которому стремится. Но митинг, несомненно, это не то, что может повлиять на ситуацию, что может что-то изменить. Я не уверен, что будет, если вдруг такие события будут, я не уверен, что будет что-то подобное противостоянию на Шиханах. Вот. Ну, другие просто методы противодействия, они бессмысленны. И люди, которые выйдут митинговать, их в очередной раз посчитают, а люди, которые выйдут впервые на это, попадут в списки экстремистов либо нежелательных элементов. Я бы не ограничивался и не говорил, что россияне готовы это проглотить. На самом деле, те незаконные ковидные ограничения, которые принимались во всем мире, и в Штатах, и в Европе, поголовно уничтожение права на свободу передвижения, на право на получение медицинской помощи, либо выбирать, какую прививку колоть, либо не колоть, это съели всем миром, в принципе. И это не только черта россиян, кстати, да. Это по всему миру происходило. И что самое забавное сейчас, в частности в Эстонии, есть решение судов, когда увольнения людей, которые отказывались прививаться, были признаны незаконными, но нет правовых последствий. Люди, которые принимали эти решения, которые, по сути, нарушали права человека, люди ответственности не несут. Поэтому этот пример, он, как показал ковид, одинаков для всего мира в принципе. Но в ситуации в Башкортостане, конечно, даже наглый, необдуманный снос хоть завтра строительной техники памятника, а не его деинсталляция под предлогом ремонта, восстановления, оно не вызовет, не спровоцирует каких-то таких беспорядков, которые могут на что-то повлиять. Но проблема в том, что памятник может быть той тростинкой, иголкой, которая переломила хребет верблюду. Это не значит, что сразу люди выйдут на улицу менять власть, но количество людей, которые будут поддерживать власть, и которые разуверятся во власти, оно увеличится. Даже среди моих знакомых, тех, кто работал в администрациях в разных, либо в учебных заведениях, когда началась полномасштабная военная операция по отношению к Украине, ну, 70%, наверное, людей мне написали, что они не могут выполнять приказы по сбору студентов, не могут составлять списки людей, не могут вести работу с так называемыми добровольцами. И эти люди уволились и из учебных заведений, и из администрации, из районных, и даже из республиканской, я знаю нескольких людей, кто ушли. Это обескровит систему в чем-то. Это отвернет тех людей, кто закрывал на это глаза. Те, кто считал, что ситуация с войной не все так однозначно. И каждый такой пример, он не пройдет бесследно. Пусть это не скажется сегодня, не завтра, но послезавтра это будет иметь определенный эффект.
То есть, если смотреть на эту проблему с другой стороны, то это даже выгодно тем, кто желает скорейшей смены системы. То есть, если у этой системы опора уменьшится, то в конечном итоге она рухнет, а потом можно будет и памятник вернуть. Ну, по формуле Ленина, чем хуже, тем лучше, можно сказать, что и так. Опять же, где как не здесь поговорить на самую сложную, наверное, тему послевоенного устройства будущего нашего государства. Я умышленно использую термин «нашего государства», потому что не могу быть уверенным в том, какое это будет государство и одно ли это будет государство на той территории, которую мы сегодня знаем как Российская Федерация. Есть российская оппозиция, большей частью в подавляющем большинстве находящиеся в эмиграции. Люди встречаются, проводят форумы, иногда закрытые, пишут программы о послевоенном устройстве, о постпутинском устройстве страны. Но до сих пор, как мне видится, в этих дискуссиях и этих диалогах, если и присутствует, то в очень малой степени присутствует разговор о том, что же делать с тем устройством, да, которое есть в России, которое называется формально федеративным, а которое де-факто таковым не является. В общем, понимаешь, да, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть, в частности, башкирское национальное движение за рубежом, которое декларирует единственный путь дальнейшего развития событий, а именно деколонизацию в форме развала страны и объявление национальных республик независимыми государствами, в частности, Башкортостана. Есть те, кто говорит, что есть шанс на спасение, можно пересмотреть федерацию. Я, например, сразу скажу, как бы инсайдом поделюсь, что ли. Политик Айрат Дильмухаметов, отбывающий наказание в колонии строгого режима, насколько я знаю, он сторонник как раз более умеренной позиции. Он считает, что переучредить нормальную цивилизованную федерацию можно, и у нее будет шанс. Ну, кто-то говорит, что это вообще разговоры от лукавого, да, как Юлия Навальная, и о чем вы вообще тут говорите. В этой связи, как ты, уроженец Башкортостана, этнический не башкир, да, русский человек, как ты видишь себе решение этой проблемы? Какие у нее перспективы? Я подхожу к этому вопросу немножко с философской точки зрения и, наверное, с той точки зрения, что оцениваю противостояние этих позиций как противостояние цивилизаций. Любые империи в своем развитии рано или поздно приходят к тому моменту, когда переживают кризис, и остро встает вопрос. Эта империя пытается сохранить ту форму, в которой она состоялась и стала великой, либо эта империя вынуждена переродиться в какую-то другую форму, обрести новые очертания, новый внутренний договор между участниками этой империи, либо же распасться полностью и оставить после себя осколки империи и множество разных государств. Люди, которые говорят, что вообще нет смысла об этом разговаривать, они изначально не правы, потому что от того, что кто-то о чем-то говорит, хуже точно не станет, но будет понятно, как действовать, в какую сторону идти, если что-то произойдет. Мое мнение, что его, конечно, это мнение далось нелегко. Я думал над этим долго над этим рассуждал, но на сегодняшний день Россия находится в той ситуации, когда изменение организационной структуры страны, возможно, отказ от такого единого, огромного, большого пространства, единой системы управления, это будет вынужденная мера для того, чтобы сделать шаг к новой, более качественной форме. Переход к более качественной форме невозможен определенно без юридических последствий, без люстрации, о которых любят рассуждать, без обретения регионами независимости, без того, что население регионов, областей, краев, республик сами выберут, как им дальше жить. Оставаться в составе федерации, либо обретать независимость. В моем представлении понимание этого вопроса, выбора даже не стоит, что либо переучреждение, либо свободный выход. Это должно быть понимание только в том направлении, что каждый регион сам определяет, остается ли он в составе или нет, а не то, что регионы получают право на выход. Другой момент, как мы к этому придем, ни у кого на сегодняшний день понимания нет.
хотел сказать лидер российской оппозиции, но, наверное, скажу так называемый лидер российской оппозиции, общаясь в этой среде, видя, как это работает изнутри, я могу на 100% сказать, что структуры ФБК, что структуры Free Russia Foundation, они ничем от Единой России не отличаются. Вот внутренне. Я как человек, который 10 с небольшим лет состоял в молодой гвардии Единой России, но не вступал в партию по той самой причине, что написав в 15 лет работу ретроспективный анализ советской номенклатуры и элит современной России, ну, речь шла о 90-х, естественно, я понимал, что Единая Россия на тот момент ничем не отличалась от ЦК КПСС, по сути. И вот пообщавшись практически 3-4 года с людьми из российской оппозиции, с многими ребятами, кто является волонтерами настоящими, а не такими волонтерами, как волонтеры, которые перешли из банковской деятельности в общественную, они находятся на ролях тех же самых пешек, как любой активист в Единой России. К их мнению никто не прислушивается. Их интересы, желания, чаяния никого особо не беспокоят. Такая же формальная структура с требованиями и с очень простым показателем. То есть демократии нет даже внутри этих структур? Нет никакой демократии. То, что видел я, это может быть мое личное суждение, моя личная оценка, но я не вижу никакой демократии. Единственный раз на форуме «Свободной России» я видел, когда давали слово представителям низовых инициатив, горизонтальных, эти ребята, конечно, затуманены свободой. Они не представляют, как работает реальная политика, но в моем представлении за такими структурами, которые полностью регулируются на горизонтальном уровне и являются низовыми инициативами, а не структурами, которые создаются под распределение грантов, за ними будущее в политике. Если они выживут и они смогут задавать свою повестку, то за ними будет будущее. А те структуры, которые сегодня выходят с российским флагом, завтра не выходят с российским флагом, разрешают с ним выходить, сегодня не разрешают. Они выступают за деколонизацию, а завтра основной спонсор говорит, что ну, вообще-то нам удобнее будет взаимодействовать с Россией как с единым государством, потому что и в 90-е годы Соединенные Штаты выступали против того, чтобы Украина выходила из состава Советского Союза и была отдельно от России. Условия, которые в итоге были одним из факторов, которые спровоцировали возможные военные действия со стороны России, это лишение Украины статуса ядерной державы. А лишали для того, чтобы было проще? Лишали для того, чтобы было проще. Вот именно. И на сегодняшний момент я прекрасно вижу, что много политиков и европейских, и политиков из Соединенных Штатов занимают ту же самую позицию, что им проще разговаривать с одним лидером, который будет представлять интересы там, 120, 130, 140 миллионов человек. Проще будет сохранить административную систему, проще будет сохранить систему управления государством, систему военного контроля, систему контроля за ядерным оружием. Но мы все прекрасно видим, к чему эта простота привела. И я могу сказать, что те же самые организации сегодня, они выполняют, как бы это глупо ни звучало и клишированно, волю Госдепа. И когда им скажут, что нужно делать то-то, то-то, они будут делать то-то, то-то, без разговоров. И, к сожалению... А они это делают как бы действительно, исполняя волю Госдепа, или они просто так волей-неволей подыгрывают ему? Здесь работает очень простая связка. Вот в моем примере, опять ссылаясь на свой опыт, я всегда старался строить свой бизнес и занимался общественной политической деятельностью ровно настолько, насколько мне позволяло свободное время. Но одновременно с этим, имея свой бизнес, свой источник дохода, я мог позволить себе в любой момент развернуться, закрыть дверь и высказать свое мнение, ни от кого не зависеть. Да. За последние 3 года я вижу, что много простых ребят, кто работает функционерами в разных политических организациях, и это касается и ФБК, и Free Russia Foundation, и ряда других организаций, они стали заложниками обстоятельств. Они оказались в эмиграции, у них нет средств существования, они не могут найти достойную работу, чтобы поддерживать свой уровень жизни. Это естественное желание поддерживать свой высокий уровень жизни. То есть чего-то ты достиг в России, Конечно. И ты хочешь это перенести в Европу. Но что-то здесь дороже, что-то дешевле, но в целом, чтобы существовать, тебе нужны средства. И в итоге эти люди вынуждены идти работать на те же самые ботофермы, писать комментарии, либо выполнять какие-то
какой-то функционал, да, в чем-то они согласны, что они выступают против Путина, какая-то организация, но их личные амбиции, личные взгляды уходят на второй план, потому что есть линия партии, от которой ты не можешь никуда отойти. И повторюсь еще раз, эти организации на сегодняшний день ничем не отличаются ни от КПСС, ни от Единой России. Да, и аргументация понятна. Тогда вопрос буквально такой, а есть ли выход из этой ситуации? Просматривается ли свет в конце тоннеля? Выход есть, конечно, выход есть. Это, во-первых, говорить правду, не стесняться того, что вы делаете. Честно скажу, даже меня уже немножко раздражает противостояние КАЦа и ФБК по этой истории. И мое мнение, что ФБК надо быть честнее. Они могли сказать, да, мы взяли к себе под крылышко банкиров, которые отмывали прокурорский общак, но мы на эти деньги будем делать революцию в России. Да. Собственно говоря, никто из меньшевиков, из эсеров, никто не закрывал глаза на то, что они там, где брали деньги. Тот же самый Сталин, он грабил банки. И можно, конечно, исторически оценить, что он был в первую очередь преступником, а во вторую очередь революционером. Но, как говорится, история уже рассудила, что в итоге-то плоды революции пожинали те, кто грабили банки, те, кто нападали на арсеналы оружейные. Я, естественно, никого ни к чему такому не призываю, но это я просто пример, просто очерк в истории. Конечно. И ФБК могли спокойно прямо сказать, да, мы взяли деньги банкиров, мы знали, что это грязные деньги, но мы их пустили на борьбу с режимом. Ну, благое дело. Если вы считаете, что где-то в другом месте можно брать там 20, 40, 50, 60 тысяч евро в месяц, то, Покажите пожалуйста, нам. скажите, где. Именно. Мы возьмем там. Но единственный путь — это говорить прямо и честно то, что ты хочешь чего добиться, и не стесняться. Собственно говоря, если ты выбрал этот путь, то иди по нему. Константин, мы продолжаем наше таллинское общение. Находимся возле здания эстонского парламента. И в этой связи вопрос касательно парламентаризма и президентской формы правления. На твой взгляд, наиболее приемлемый и подходящий вариант в нашей стране какой? Опять же, будущей стране, где возможны какие-то изменения? По моему мнению, наиболее выгодная форма, если мы говорим в контексте России вот на данный момент, как она существует, в контексте федерации, и в будущем, если будут какие-то изменения по структуре самого государства, по выходу каких-то республик, краев, областей из состава, я считаю, что наиболее удобная форма — это парламентская республика. То есть та форма, которая сегодня суперпрезидентская, когда президент наделен огромным количеством полномочий, это нарушает систему сдержек и противовесов. И в парламентской республике, во-первых, парламент может стать местом для дискуссий, действительно, где будут обсуждаться насущные проблемы, а не приниматься голосование просто единогласно подъемом руки всеми парламентариями. И именно в такой парламентской республике, где есть выборность, и где представлены интересы всех партий, всех страт населения, по сути, будет более справедливым и более сдержанным. На этот счет, в общем, есть разные мнения. В общем, на мой взгляд, все логично, но некоторые сторонники, скажем, президентской власти в России говорят, что вот для такой большой страны, даже, предположим, если она станет меньше, но в любом случае нет варианта жить без какого-то единоначалия. Типа приводятся в пример Соединенные Штаты Америки, большая страна, федеративная страна, и там есть президент. Пусть у него меньше полномочий, но президент есть. Вот, ключевое здесь меньше полномочий. Второй момент ключевой, который в этом ответе, в этом мнении заложен, это то, что такая большая страна. И мы опять упираемся в вопрос, имеет ли смысл сохранять большую страну? Не будет ли проще управлять большим количеством маленьких государств, которые между собой будут взаимодействовать? К примеру, многие евроскептики называют Евросоюз Евросовком. И справедливо можно провести аналогии с Советским Союзом, когда действительно Евросоюз представляет собой союз независимых государств, которые имеют общую экономическую модель. Также задействована плановая экономика, когда есть распределение между разными странами производства. Что-то производится электричество в одной части, та же самая Франция, да, продает электричество Германии,
в Германии больше производственных мощностей, страны Балтии выполняют другую функцию, какие-то страны сельскохозяйственную функцию выполняют, и все это на уровне Евросоюза взаимодействует как плановая экономика в Советском Союзе. Так. Но тем не менее, каждая страна является независимой, и есть юридические прецеденты. Та же самая Эстония считает, что государственные решения страны Эстонии, они являются надсоюзными, и они являются выше, и они ставятся по статусу выше, чем решения Еврокомиссии, например. Это не означает, что Эстония отказывается выполнять эти решения, ну просто как факт. И в России то же самое. Конечно, с одной стороны, проще управлять огромным государством, в котором нет реально независимых составных частей, республик, областей. И тогда действительно в таких обстоятельствах нужен, наверное, один лидер, который единолично управляет. Но проблема в том, что один человек физически не может все это охватить. Ну да. Какой бы он ни был гениальный правитель. Мгм. И более справедливо было бы, если на местах было больше полномочий, больше управления за счет того, что, ну, элементарно, если, к примеру, некоторые политические лидеры российской оппозиции сегодня говорят, что все россияне объединены одним культурным кодом, Мгм. это вообще не так. Отъедь от Москвы на 300-400 километров, доедь до Башкортостана, в Кировскую область, куда-то дальше на север, это абсолютно другой культурный код. И люди не будут понимать, у них нет единого контекста какого-то в общении, единых шуток, единых каких-то своих мемов, каких-то там локальных историй, они не будут даже понимать, о чем речь Даже идет. условный русский север, да, как бы и русский юг, это совершенно Ну, разные конечно, вещи, это да. абсолютно разные люди, абсолютно разные культуры. Да, говорят на одном языке, но даже язык отличается в этих частях. Поэтому и парламентская республика, даже если мы рассматриваем сохранение России, как она есть сегодня, в таком же виде, без изменения и выхода каких-либо регионов из состава России, то парламентская республика даст возможность расширения полномочий регионов, и в парламенте сенаторы будут обладать большей представительностью и могут играть большую роль, чем они сегодня играют. Мгм. В этой связи немножечко хочется как бы в экскурс, что ли, да, путинской власти. Он пришел под знаменами того, что Россия рискует распасться, и надо бы ее как бы укрепить, приведя законы субъектов в соответствии с федеральными. И до сих пор, в общем-то, и сейчас он часто как бы в своей риторике использует тот принцип, что смотрите, страна у нас была расшатанная и вот-вот могла развалиться. Ты вообще согласен с тем, что она уже тогда могла действительно развалиться? Ну, по примеру, я не знаю, Чечни могли последовать другие. Или ты считаешь, вот как я, например, что, в общем-то, нет, это миф. Страна не планировала развала. Все уже на тот момент договорились друг с другом, да, и взяли столько суверенитета, сколько могли проглотить, и были готовы это сделать. И большего уже не хотели. Ну, Руслан, я в этом согласен абсолютно. В моем представлении, надо делать ссылку на то, что мы делаем выводы, исходя из того объема информации и знаний, которым обладаем мы. И, возможно, Владимир Путин в тот момент, и, скорее всего, обладал гораздо большим объемом информации, чем Можем мы. допустить. Поэтому делал такие выводы. Ага. Мы это допустим. Но мое видение, что основные связующие страны на тот момент это были экономические связующие и социальные связующие. То есть это контакты между регионами на уровне людей, на уровне персоналей. И куда более важно, как я уже говорил, это экономические составляющие. Российская система управления дорог, энергетики, она выстроена в наследство от Золотой Орды. То есть есть центр, которому проще, быстрее контактировать, например, Москве с Казанью и Москве с Уфой, чем Уфе и Казани между собой. Потому что нет элементарно даже прямого железнодорожного сообщения. Именно так, да. Не говорю про другие регионы. Задача какая? Чтобы центр мог отправить карательные войска, быстрее достигнуть до точки возможного, до горячей точки, прежде чем эти точки объединятся между собой. Это исторически так сложилось. И те дороги, которые строили, экономически они тоже все ведут в Москву. Как ни крути, вот если посмотреть на карту России. Конечно. И именно эти факторы являются, наверное, скелетом, конструктом, гарантией того, что на тот момент Россия не могла распасться как государство. Ну и хочется верить в хорошее в людях, и хочется верить в то, что в любом случае не было бы таких конфликтов, как в Чечне. Ну да. То есть, по сути, желая укрепить
Путин и его режим на самом деле подкладывают мину замедленного действия, да? То есть если взять вот и резюмировать все то, что мы на эту тему говорили, сейчас как раз-таки или в ближайшем будущем, или может быть не в очень ближайшем будущем, рисков такого развития событий стало больше, чем было на самом деле в конце 90-х. Ну, в любом случае, любое управление, любой менеджмент – это всегда выбор между плохим и худшим. Так. И желание укрепить его можно понять, но как любая система, когда ты долго-долго закручиваешь гайки, есть шанс не то, что ты укрепишь этот элемент конструкционный, есть шанс, что ты сорвешь резьбу. И тогда эта гайка вообще будет бессмысленна. И вот в этом же укреплении и в ужесточении отношений между центром и регионами, укрепление суперпрезидентской власти, важно не сорвать эту резьбу, потому что если будет сорвана резьба, так сказать, то наступит тот так называемый час X, о котором многие говорят. И это будет тот момент, когда может разрушиться вся страна. И, естественно, в условиях войны, а сегодня определенно Россия находится в военных условиях, в противостоянии с частью мира, это все усугубляется, и шансы на то, что это все сорвется, оно, естественно, эти шансы увеличиваются. То есть это чисто, скажем так, по законам энтропии. Еще одну тему хотелось бы обсудить более подробно. Это события последнего года в Башкортостане. Год начался с Баймака, где жители собрались для того, чтобы поддержать своего земляка, экологического активиста Фаиля Алсынова. Дальше мы знаем, в общем, подавление, разгон и большое массовое баймакское дело, где больше 8 десятков фигурантов. Начались процессы. В общем, все пересказывать не будем. Какое у тебя ко всему этому отношение? Понятно, что ты за этим наблюдал, следил. В общем, какие выводы из этого можно сделать? В каком плане, дам направление, скажем, да, что я хочу понять? Насколько это федеральная история исключительно, насколько она, наоборот, республиканская, или здесь все переплетено, может быть? Какие-то выводы по влиянию на федеральную повестку я сделать не могу, потому что, ну, элементарно я уже нахожусь несколько лет вне России, и информация, которая была актуальна даже еще для Куштау, по оценке того, насколько Москва серьезно воспринимает какие-то события в регионах, ну, я думаю, сейчас это будет не актуально. Но на тот момент, насколько я помню, критическими считалось, когда в протестных действиях, в каких-то активностях задействовано больше 3,5% населения. Всего населения? Ну, локального. Если мы берем какой-то район, к примеру, и задействовано больше 3,5%, то этой повесткой должны были заниматься на федеральном уровне. То есть должны были заниматься политтехнологи не главы республики, а уже политтехнологи из администрации президента. Но я говорю, я с людьми из этих структур давно не общался, по понятным причинам, и поэтому, возможно, эти данные не актуальны. Но о том, что это прошло незамеченно для всей России, я сказать не могу, потому что мне писали об этом люди, находящиеся в России и в других регионах, спрашивали, что я думаю об этом. Естественно, об этом мне задавали вопросы иностранные журналисты, потому что за то время, пока я нахожусь в эмиграции, я оброс какими-то связями с шведскими, датскими, английскими, немецкими журналистами, естественно, из стран Балтии. И так или иначе люди интересуются, что это за такое дело, откуда это появилось. Но мое мнение, что республиканская власть не простила Куштау и догоняет тех, кого считает своими обидчиками. Одно дело выйти под дождем, что-то сказать протестующим. Это одно дело, но надо же понимать, что за этим стояло, а за этим наверняка стоял звонок из Москвы в не очень приятной, мне кажется, форме, возможно, даже с матершинными выражениями о том, что вы не можете у себя на месте разобраться, ни те, ни другие, поэтому будем решать вопрос кардинально. И в итоге отдадим тем, кто сможет разобраться с этим вопросом. Ставку на что, конечно, делают те, кто защищали БСК, что вот в итоге-то выиграли Ротенберги от всего этого. Но мое мнение, что в итоге в той битве выиграл башкирский народ. И люди, которые живут на территории Башкортостана, потому что гора была сохранена. Но возвращаясь к баймакским событиям, определенно это догоняют за Куштау, это давление на активистов, это демонстрация силы. Мое мнение как юриста и как человека, кто наблюдал и изучал видео, которые все только смог найти, по моему мнению, это были провокации со стороны силовиков. Потому что у меня сложилось ощущение, что люди, которые выходили на это мероприятие поддержать своего земляка,
и справедливо выходили, и правильно сделали, что вышли, они и организаторы предпринимали все меры, чтобы не было провокаций. Но вот эти закидывания там кусками снега, снежками, это делали люди в масках. И, насколько я понимаю, они не были задержаны в это время. А как-то очень странно они двигались синхронно с полицией. И полиция их как будто не замечала, или замечала, но ничего не делала. Понятно, что это провокация, это дело, которое даст еще свои отголоски. Я уверен, что... Ну, я в курсе, что ведется работа по поддержке этих людей. Может быть, она ведется недостаточно быстро, недостаточно сильно, но работа ведется, и правовые последствия будут для всех участников, в том числе и для тех, кто арестовывал этих людей, скажем так, и принимал решения. Но я просто в курсе, что эта Условно работа говоря, ведется. могут быть введены санкции в отношении отдельных лиц? Да. Ага. Пытаются это протолкнуть, но надо понимать, что в российской оппозиции, в эмиграции, естественно, основная тема — это москвичи. Как-то. И тут москвичи все захватили. А люди из регионов, на них внимание гораздо меньше обращается. И те же самые обменные списки, еще что-то. Часто людей просто, о них даже не говорят. О тех, о ком стоило бы говорить, и о тех, кто, может быть, сам бы хотел быть освобожден, а не выступал бы потом, что не надо было меня освобождать. Но баймакское дело, то, что люди вышли, показывает то, что даже в этих условиях люди готовы выходить. И власть должна понимать, что есть те грани, которые нельзя переходить. И это не те красные линии, о которых говорят в отношениях с Западом, в отношении военного конфликта. Это внутренняя история и показывает о том, что есть моменты, есть темы, по которым люди могут собраться, выйти на улицу и дать отпор властям. А вот здесь любопытно, любые люди, условно говоря, жители любого региона могут показать, да, фигу в кармане или даже уже вытащить из кармана ее? Или это вот все-таки какая-то особенность, которая как-то выделяет жителей Башкортостана, конкретно башкирский народ? Я могу сказать, что определенно у жителей Башкортостана есть исторические, культурные предпосылки к способности объединиться и выходить. Ну, во-первых, это само историческое течение развития народа Башкортостана, и башкир, и татар, и других национальностей, и русских, кто живет. Это то же самое участие в Пугачевском восстании. Те же самые яины, которые проводились все это время и проводились в то время, когда оказалось давление и пытались это все сорвать. Мне кажется, и события периода Октябрьского переворота 17 года тоже можно отнести. И да, естественно, и позиция «Заки Валиди», мы не красные, не белые, мы башкиры, это тоже показывает характер народа в целом. И я рад, что сегодня находятся те люди из Башкир, кто, по сути, те же самые политические требования, скажем так, выставляют и готовы показать, что башкирский народ, он не сдается. Он, может, где-то промолчит, но как бы мой личный опыт общения с башкирами, он так говорит, что некоторые башкиры могут с тобой не спорить, но они покивают головой, но пойдут и сделают по-своему. Как бы ты убедительно не выступал перед ними, этого не отнять. Но это, может быть, даже не свойство отдельно башкирского народа. Есть отдельные регионы в России, которые традиционно могли выставить, скажем так, центру какое-то противостояние. Взять тот же самый Новосибирск. Там долгое время мэром был коммунист Локоть. И Единая Россия имела очень слабые позиции в Новосибирске. Можно взять Ярославскую область. Мэр Урлашов, который наперекор всем стал мэром. И тогда на улицу, когда арестовали мэра Ярославля, на улицу выходило там до 15 тысяч человек. То есть как бы Ярославль считается колыбелью, одной из колыбелей русской демократии, Ярославская вече. Наравне там с Нижегородской республикой, Новгородской республикой. Поэтому можно сказать, что есть отдельные регионы, которые способны показать консолидацию общества и сегодня. Но вопрос, что в каком моменте это наступает и какую грань власти должны перейти, чтобы население, жители сказали: так, все, общественный договор больше не работает, вы палку перегнули. Понятно, что это вопрос такой сложный, философский, на него ответить, наверное, сложно. В этой связи по поводу элит, что ли, башкортостанских, хотелось бы задать вопрос в том духе, что вот есть федеральная повестка, да, а есть все-таки такая исключительно сугубо республиканская.
И вот в последнее время в республике происходит давление на независимые СМИ. Я сейчас отношу к этому списку и наше издание «Аспекты», и издание «Пруфы» Рауфы Рахимовой. И вот когда мы говорим про «Пруфы», мнения экспертов делятся. Кто-то говорит, ну, в общем, а чего вы хотели, это федеральная история, вот у нас давление на независимые СМИ, и поэтому ее, соответственно, давят. А есть мнение, что нет, это внутриэлитные, контрэлитные какие-то разборки, что вот Рауфа Рахимова имеет отношение к роду Муртазы Рахимова, и, собственно, Ради Хабиров, дескать, продолжает, я не знаю, там, мстить чуть ли не за там, события 2008 года, когда его изгнали с позором из республики. В общем, что думаешь по этому поводу? Ну, честно скажу, мое мнение, что Радию Хабирову сейчас не до того, чтобы мстить, скорее всего. Есть куча других вопросов, в том числе его активное участие в поддержке СВО, в формировании добровольных батальонов, отрядов. И, насколько я знаю, есть определенные требования к работникам администрации по количеству людей, которые еженедельно они должны предоставлять в качестве добровольцев. Поэтому я уверен, ну, Ради Фаридович там голова другим сейчас задета, а не местью. Так. Что же касаемо федеральных тенденций давления на свободные медиа, на СМИ, человек, который хоть немножко общался с представителями власти в России, в регионах и в Москве, он прекрасно понимает, что не просто так ввели институт уполномоченного представителя президента. Имеется в виду вообще по всей стране. Тот же самый институт КРУ, контрольно-ревизионных управлений. О них мало говорят, но это на самом деле представители и органы с очень широким спектром полномочий. И их полномочия в первую очередь касаются как раз того, чтобы пресекать самостоятельность на местах. Часто получалось как? Что в Москве всех собирают представители какой-то отрасли, какого-то ведомства, дают им инструкции, люди, они все кивают головой, люди из Москвы приезжают в регион, но в регионе своя каша, все варится по-своему, свои отношения. На что-то закрывают глаза, на что-то не закрывают, где-то гайки закручивают, указывая, что это требование Москвы, как бы оправдывать, что ну это не мы, это сейчас общий федеральный тренд. И на самом деле в регионе можно было бы, мне кажется, не оказывать такое сильное давление. Не могу сказать, что это месть, как я уже говорил, но определенно есть конкуренция кланов. И понятно, что клан Рахимова, он имеет главный ресурс, это финансы, которые надежно лежат за границей, которые не облагаются никакими санкциями, их не могут арестовать и изъять у их владельцев. Если, к примеру, остальные представители элит республиканских, а под элитами я понимаю тех лиц, от решений которых зависит жизни и судьбы людей, и большинство представителей элит республиканских имеют свои средства, выведенные из России за пределы, и я прекрасно знаю, что они сейчас переживают на тему того, что они не входят в какие-то санкционные списки, что их имущество не арестовывается, а стоит, пустует в Европе. Но это, наверное, недоработка наших борцов с коррупцией республиканских. Ну, просто они не умеют, на самом деле, расследовать, я считаю, просто какие-то там сливы использовали, но не суть. И я к чему клоню? К тому, что клан Рахимовых единственный, кто имеет сейчас легальные средства для того, чтобы, если будет желание, инвестировать во внутреннюю политику республиканскую. А возможно, желание есть, возможно, они ждут того момента, когда подгадать. Поэтому противодействие кланов и давление на пруфы, мне кажется, обусловлено в том числе и этим. Ну, скажем так, для профилактики. Конечно, для меня было удивительно, что Рауфа Рахимова так долго умудрялась лавировать и держаться на плаву. Это определенно вызывает уважение. Умение такой политической работы – это не просто работа медиа-менеджера, не журналиста, это реально, это политическая работа. Ну, могу пожелать ей только здоровья, крепких сил, нервов, все это выдержать. Ну, я думаю, что давление в целом будет усиливаться, потому что воюющая страна, она, в принципе, ни одна воюющая страна не допустит альтернативного мнения внутри страны. А в России все это концентрировано и будет выражаться еще сильнее. Какие прогнозы лично у тебя по поводу того, что нас вообще в целом ждет в ближайшем будущем? Вот есть ли какие-то такие мысли, рэперные точки, которыми хотелось бы поделиться? Самое главное – это оставаться человеком в любой ситуации, оставаться самим собой, быть верным самим собой, не врать себе, где-то не бояться высказывать свое мнение. Я не могу призывать всех россиян открыто выражать свое мнение, потому что, ну, сам-то я свалил из страны только, скажем так, просто только осознал, что на меня могут
сильно надавить и применить какие-нибудь бесчеловечные пытки для достижения своих результатов, поэтому своим личным примером геройства я не могу поделиться, поэтому могу сказать, что надо действовать просто разумно, надо понимать, когда промолчать, когда отступить, но могу сказать, что любая война кончается переговорами, и в текущей ситуации тоже рано или поздно наступит тот момент, когда будут переговоры и будет, скажем так, свет в конце тоннеля. Не стоит себя закапывать, посыпать голову пеплом. Нужно в первую очередь думать о себе, обеспечивать свое существование. Если все вокруг рушится, просто делай то, что должен, и будь, что будет.